Я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства и приветствую нашего гостя в студии. Это Федот Тумусов, депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Якутии. И также приветствую моих коллег-журналистов. Это главный редактор информационного агентства «Саха-Лайф» Софья Булчукей. Здравствуйте. И директор газеты «Столицы» Александр Прокопьев. Добрый день. Федот Семенович, вот первый вопрос я бы вам хотел задать такой. Вот «Справедливая Россия» в последнее время, она существенно отклоняется от того, что можно называть вообще оппозиционной политической партией. Вот, к примеру, в начале этого года было принято решение о сотрудничестве с ОНФ, то есть Общероссийским народным фронтом. И вот как вы считаете, вот вообще «Справедливая Россия» это сегодня оппозиционная партия? И вот как вы считаете, правильный вот этот отказ от критической риторики по отношению к власти? Значит, мы однозначно оппозиционная партия, это первое. Второе, по ключевым стратегическим вопросам государственного строительства и по вопросам внешней политики мы консолидируемся, значит, мнением президента страны. И поэтому кажется, что вот есть, мы должны, оппозиция как будто бы она должна по всем вопросам 100% против должна быть. Это ошибочное представление. У нас альтернативная точка зрения на самые разные вопросы развития и, значит, жизни в стране. И мы это всегда говорим, всегда выдвигаем альтернативные законопроекты, даже бюджет у нас всегда выдвигается альтернативный. А что касается Объединенного народного фронта, это общественная организация, которая, значит, поддерживает президента страны Путина Владимира Владимировича. И мы после долгих раздумий, вы знаете, когда она только создавалась, мы отказались с ними сотрудничать, но мы сейчас в современных сложных международных условиях мы решили сотрудничать с Объединенным народным фронтом. То есть вас как бы вот это вот и санкции, и отношения с Западом, вот именно это подтолкнуло к сотрудничеству с Народным фронтом? Ну, санкции это как бы проявление всего того, что есть сегодня в мире в отношении Российской Федерации. Значит, сегодня... Ну, если, мне не надо объяснять, да, вам откуда, чего, куда появилось, но сегодня Запад на самом деле в основном консолидировался в своей политике против России. И мы находимся в реально очень сложной ситуации, начиная с финансовых отношений, заканчивая другими сферами международных отношений. Очень сложной ситуации, и, значит, и мы должны консолидироваться для того, чтобы противостоять этому внешнему давлению. Мы так считаем. Федот Семенович, вот ваше отношение хотел узнать вот к такой цитате Егора Афанасьевича Борисова. Вот цитирую: «Для меня оппозиция – это трезвый человек, который критикует мое дело, то, как и чем я занимаюсь. Вот Егор Борисов, глава республики, принял решение такое-то, и оно по таким-то причинам неправильное. Он критикует и исправляет. Вот если такой человек приходит, это оппозиционер. Оппозиция мне очень нужна, но ее в республике нету». Вот вы согласны с этим утверждением? Абсолютно не согласен. Смотрите, он как говорит, да? Я вот принял решение, меня критикуют, это и есть оппозиция. Абсолютно неправильно. Вот есть проблема общереспубликанская, так? И есть разные взгляды, есть разные предложения, как решить эту проблему. В интересах в целом для республики и в интересах народа. Так? Вот когда разные мнения сталкиваются, это и есть оппозиция. А тот, который принимает решение, он все мнения выслушал и принял решение. Поскольку он облечен властью и в той или иной степени, значит, легитимной властью, он принимает решение. И не после принятия решения надо критиковать, да? А до принятия решения надо обсуждать эту проблему. Значит, в этом смысле альтернатива, в этом смысле оппозиция у нас в республике есть. Другой вопрос, слушает или не слушает. Вот давайте возьмем, например, закон о детях войны. Давайте возьмем наши предложения по улучшению сельского хозяйства. Мы его оформили в виде законопроектов, они даже не рассматриваются. И говорят, их нету. Ну как это нет? Мы официально его внести, наша фракция внесла, она зарегистрирована, их не рассматривают. А потом говорят, нет у нас. А оппозиция, получается, это вы и еще кто, как на ваш взгляд? Нет, понимаете, оппозиция, еще раз, что такое оппозиция? Да? Это другое альтернативное мнение, другие альтернативные проекты тех или иных решений. Вот это я понимаю оппозиция. Вот в Якутии вы кого считаете оппозицией, кто, на ваш взгляд, оппозиционные политики в Якутии?
Ну, в том понимании, которое я представляю, допустим, да, еще раз повторяю, у нас другое мнение. У нас абсолютно другое мнение по многим вопросам. И в первую очередь по вопросам развития села, в вопросах развития промышленности у нас другие мнения. И мы это формулируем, мы это предлагаем. Зависит же еще от личностей. Вот, например, есть партии, федеральные партии с некими своими платформами. На федеральном уровне, например, КПРФ позиционирует себя как непримиримая оппозиция. Да? В то же время мы в нашем республиканском политическом поле видим, что КПРФ и как бы наличная власть, в общем-то, почти по многим позициям находят общий язык. В то же время «Справедливая Россия» это у нас считается все равно кремлевский проект. Нравится вам это или не нравится, когда иногда сближаются, иногда отдаляются. Но есть вот региональный лидер Федот Тумусов, да, которого мы воспринимаем как оппозиционера, и который, независимо от того, что он на самом деле говорит, он всегда представлял собой политик, который выживал, оппозиционер. Да? И вот когда вы видите, что «Справедливая Россия» меняет курс, вам, как в общем оппозиционному политику, не бывает какой-то дискомфорт? Как вы это переформатируете? Вот имеете в виду на федеральном уровне? Да. Значит, на федеральном уровне, знаете, я один из руководителей партии, значит, член президиума, ну, по-старому это политбюро, и секретарь президиума, значит, один из 3-4 реальных руководителей партии, поэтому мы все ключевые решения принимаем коллегиально. Мы собираемся вот так вот, да, ну, не таким круглым, но в прямоугольном столе мы садимся и обсуждаем. Вот тот же вопрос, который мы говорили про Объединенный народный фронт, значит, мы в недавнем просто мы обсуждали, и первый раз мы отказались, нашим запретили, а сейчас мы обсудили и решили, что будем сотрудничать. Так? То есть принимаем коллегиально. А вот то, что воспринимается через медийность, да, через медийность, вы, Софья, я с вами согласен, в том смысле, вот личность. Многое зависит от личности. Многое зависит, как он как бы подает материал. Вот я прекрасно помню в связи с этим вот свою работу в партии «Родина». Значит, у нас лидером был Рогозин Дмитрий Олегович. Но он, если так прямо сказать, он просвещенный националист. Просвещенный, значит, близкий как бы шовинистическим кругам. Но это называется просвещенный национализм. Да? И многие его взгляды, его высказывания, да, значит, ну, не совпадали. И там я реально чувствовал дискомфорт. Я был, значит, региональным лидером, он там, значит, как бы федеральный лидер, и раз, как среди гром среди ясного неба, что-нибудь доскажет, да, такое, от которого просто волосы белели, да, я даже ему угрожал, я просто выйду из партии, мы в другую партию идем, да. Вот там я действительно испытывал дискомфорт. А сейчас я чувствую, знаете, вот не дискомфорта я не чувствую, а чувствую ответственность. Вот чувствую ответственность в том смысле, что вот мы корабль под названием «Справедливая Россия» обязательно должны вести, не дать ему ни в какой бермудский треугольник, чтобы не попал, чтобы он правильно шел, поскольку это нужно российскому народу, и это нужно российскому государству. Поэтому я чувствую больше ответственности, чем дискомфорта. Федот Семенович, а вот, кстати, заговорили об Общероссийском народном фронте, также у нас в Республике Общественная палата действует. Вообще вот роль общественности для жизни политических партий, она насколько высока и как вы вообще ее оцениваете? Вне зависимости от названия, от той или иной формы проявления гражданской инициативы, общественного движения, роль общественности, она огромна. Вот давайте возьмем ну, тот же вопрос, в кавычках я говорю, химзавод. Да? Общественность много раз выступила, они сами без всякого юридического оформления собирались, митинги проводили, и к нему все прислушиваются. Я тоже очень внимательно слежу за этим движением. Поэтому общественность – это и есть народ. Народ начинается с каждого человека, и в то же время, если они собрались и коллективно выражают какую-то точку зрения, это и есть общественность. И мы, как политическая партия, значит, обязаны прислушиваться к этому делу. А вот, кстати, тоже все-таки существуют разные мнения, наиболее, так сказать, сформированные как раз вот Общероссийский народный фронт, Общественная палата. Многие выступают с критикой этих структур в том плане, что они или являются карманными, даже прямо называют, да, или не выражают действительное настроение народа. А как вы считаете? Есть две крайности. Да? Есть одна крайность – это единство в однообразии. Все в одной линейке, как говорят, да, по одной доске ходить, да. Ну, это мы проходили. Есть просто
тысячи мнений и тысячи никаких там броуновских движений. Вот две крайности. А середина, истина всегда в середине, да. Поэтому вот в общественной палате, как бы мы ее критиковали, значит, там собрались лидеры общественного мнения, люди, которые что-то сделали в своей сфере, да, они, и потом часть из них избрана именно через интернет, мы же это знаем. Так, ну, понятно, можно критиковать, как этот интернет организован, но это другой вопрос. Второе, Объединенный народный фронт, да, это тоже, значит, своеобразная общественная организация, своеобразная, очень своеобразная. Она может быть, ну, реально может существовать только в условиях нашей Российской Федерации. Ну, например, в других странах, я, например, не вижу, как она может так существовать. И она в условиях, в специфических условиях России, она очень хорошо существует, и она очень хорошо действует. И думаю, что за ним очень большое будущее. А вот вы упомянули свое политическое прошлое, партию Родина, да, и откровенно признали, что испытывали дискомфорт такой душевный. Кто за вас голосует, мы знаем. В последний раз, когда вы баллотировались на выборы президента, НВК вещание вело там, ну, до скольки-то, ну, довольно рано они прекратили, там как раз сельские улусы проголосовали, там было большинство. Но завтра мы проснулись, ну, не мы, а там избиратели проснулись, оказывается, победил Штыров, например, да, промышленные районы, города, они продавили своим количеством. И вот, значит, ваши избиратели, сельскохозяйственные улусы, скажем так, коренное население, да, а вы, зачем надо было вообще идти в эту партию? Вы были вынуждены выбирать? Родину имеете в виду, да? Родину имеете в виду? Нет, смотрите, давайте посмотрим историю, да. Я пришел, ну, после выбора президента, вы знаете, в какой ситуации я находился, значит, у меня был, ну, несколько вариантов, да. Первый вариант, который предложили, значит, ты возьми, уезжай отсюда, например, в Санкт-Петербург, и живи себе там, где будет тебе плохо. Так прямым текстом и предупредили. И 2 года, так сказать, они это пытались реализовать. Второй путь, значит, ну, просто где-то там, не знаю чего, да. И третий путь – реально заняться политической деятельностью. А реально заниматься политической деятельностью в то время было уже понятно. Политическая деятельность была разрешена только политическим партиям. Если ты занимаешься политической деятельностью, ты должен быть той или иной политической партией. Я могу сейчас рассказать. Я пошел в Единую Россию. Значит, по всем ступенькам дошел. Был такой Беспалов, председатель исполкома. И в Кремле я дошел, приемную пришел. И должен был пойти к нему прием. Значит, ну, разговаривают о том, что вот я хочу как бы политической деятельностью заниматься, и, может быть, вы меня возьмете там и так далее. Да? Это я честно говорю, это было 15 лет назад. Пришел, приемную, тут, значит, с кабинета Беспалова выходит заместитель полпреда, значит, и говорит, слушай, пойдем ко мне там поговорим. Я сюда пошел, поговорил, обратно пришел, Беспалова нет. Значит, то есть за мной, понятно, что за мной следили, и меня культурно, как бы я туда не попал. Но потом, ну это я понял, что меня туда как бы не... И поэтому, значит, я пришел в партию российских регионов. Она называлась так, партия российских регионов. Вот я туда попал. Потом, когда в 2003 году были выборы, перед самыми выборами в Государственную Думу, его переименовали в Родину, и туда пришел Рогозин. Рогозина до этого не было. Поэтому вот история вопроса на самом деле такая. Я не пришел изначально, ну, грубо говоря, вот просвещенным националистом. А вот не жалеете, что в Единую Россию не попали? Нет, я ни о чем не жалею, все то, что есть, все нормально. Я просто честно рассказываю, что я чувствовал, как я оттуда выходил и так далее. Ага, Федот Семенович, а партия – это бизнес? Ни в коем случае. На самом деле, все, вот политики самое плохое, самое отрицательное, самое то, что я не люблю, это вот деньги. Политики, реальные политики без денег быть не может, понимаете? Да. И я вот, ну, всегда говорю, вот, ну, в таком возрасте ходишь, все время просишь, все время дай деньги на выборы, там, на пиар, не знаю чего, да? Это вот самая плохая сторона. Но об этом мало говорят, допустим, да, но это вот, ну, это... Вот тот самый дискомфорт, который вот испытывает любой политик. Вот, Федот Семенович, вы выборы депутата Госдумы проходили. Вот сколько нужно потратить на избирательную, на предвыборную кампанию, чтобы, ну, выиграть на выборах? Много денег. Стоит? Очень много, очень много. Но я вам скажу, прошлый раз, но где-то, чтоб не соврать, да, где-то 70 миллионов было израсходовано.
Это по всем регионам, потому что Камчатка, Магадан, Амур и Якутия. А сейчас с ростом инфляции и так Да, далее. это будет еще больше, раза два больше. Ну, чтобы реально нормальную компанию проводить. Потому что 150 никто миллионов. бесплатно не работает. И самые большие затраты, кстати, телевидение, радио, вот это вот самые большие. Самые большие затраты там, ну, понятно, газеты, интернет-сайты и так далее. Вот, кстати говоря, вы представляете 4 региона Дальнего Востока и в Государственной Думе. Насколько тяжело другим регионам внимание уделять? Тяжело. Тяжело, потому что можно размазаться, первое, да, по всем 4, как бы. Понимаете, вот, например, даже встреча с избирателями, это 1 неделя в месяц. Значит, но если в один туда, полгода, я буду туда попадать раз в полгода. Это тяжело. Но я каждый месяц сюда попадаю, потому что я понимаю, мой избиратель здесь. И моя родина здесь, и, значит, ну, здесь. Вот это, как бы, я честно признаюсь, что я, ну, минимум занимаюсь теми регионами, от которых избран. Потому что, но у меня совесть чиста, потому что тогда, в прошлый раз надо было набрать 80 тысяч голосов, чтобы, ну, мы первый раз я считал, было 55, я ровно набрал, значит, здесь 52, по-моему, и 6 тысяч добавил Магадан, поэтому в Магадан я ездил. Значит, а потом, вот когда в прошлых выборах надо было 80 тысяч набрал, в Якутии я набрал 82. То есть остальные как бы, ну, просто так добавили, да. Поэтому для себя, может быть, неправильно, я так считаю, но вот основное внимание я уделяю Якутии. А вот вы сказали, что это не бизнес, например, партии, да? Давайте вспомним предыдущие выборы в Вилтумен. Вы стояли вдвоем с Зоей Афанасьевной Корниловой, да, и говорили: Зою Корнилову в спикеры. Это была прекрасная реклама, это был вызов, это был где-то эпатаж, и сама личность Корниловой позволяла делать такие заявления, например. А вот последние выборы Вилтумен, да, ваши партийные списки, например, вызывают вопросы. Такое впечатление, что вы некоторых предпринимателей взяли, ну, чтобы они были кошельками партии, а они взаимовыгодная сделка, а они получили, значит, место в партийном списке и, соответственно, сейчас заседают в Вилтумене. Ну, видите ли, Софья, вы имеете право на свободу суждений, в этом и заключается демократия, так? Значит, но на самом деле, знаете, вот почему выбор пал на Юрия Григорьева, да? Да, вот вы назвали имя, я не стала называть. Значит, не потому, что он там, значит, это не последний фактор, то, что у него есть ресурсы, да, но самое главное не это. Вы знаете, вот у нас в республике очень мало русскоязычных политиков. Их надо выращивать, их надо выдвигать, их надо продвигать. Их очень мало. А вот Григорьев – это реально патриот республики и реально человек, который при всей критике, которая может быть направлена в его адрес, он сам себя сделал. И я считаю своим долгом помогать таким людям. А почему мало у нас русскоязычных политиков? Например, в политику идут же снизов. Сначала человек где-то клерком работает, потом вот постепенно поднимается. Вот на низовом уровне и на среднем у нас почти нету, а на верхнем примерно 50/50. То есть людей буквально за уши тащат. Вот вы считаете своим долгом, там Илдархан считает своим долгом Глушко откуда там взять и сделать сначала там замминистра, потом вице-президент. Это обязательно, например? Ну, если людям это не интересно, если это не оплачивается так высоко, как, например, на самом деле, Софья, это людям интересно, потому что люди всегда, у нас же, ну, особенность такая, да, половина русскоязычная, половина, значит, ну, коренное население, да, якутское. И если бы 100% руководства республики было, 100% было без русского, но это было бы нормально воспринято, это было бы плохо воспринято. Поэтому это традиция, хорошая, нормальная традиция, и мы его должны, как национальная республика, обязательно выдерживать. Обязательно должны выдержать. Анкетные данные имеют значение. Значит, у нас имеет значение, я согласен. Резюме имеет значение. Региональное отделение «Справедливой России», вот именно в Якутии у нас называют часто вообще структуру одного человека, вас. Вот и когда вы уйдете из активной политической жизни, вы не боитесь, что на хозяйстве-то некого будет оставить? На самом деле это, конечно, глубокая ошибка о том, что вот эта партия это как бы одного человека, да? Значит, так это вот ваши партийцы заявляют, которые выходят из партии. Ну, это, понимаете, им нечего сказать. Вот когда нечего сказать, вот они начинают находить всякие разные вещи. Вот я, смотрите, значит, ну, могу немножко похвастаться, да, вот люди, которые работали непосредственно в моем подчинении,
3 заместителя председателя правительства выросло. Понимаете? 3 заместителя председателя правительства, непосредственно мои подчиненные. Я не говорю про заместителей министров и так далее. Так? И вот моих помощников, 3 помощника депутата Государственной Думы, которые здесь, ну, в Штатах, да, 1 депутат из Тюмени, 2 депутата городской думы. То есть я наоборот их выращиваю, понимаете? Выращиваю. И та критика, которая, ну, она должна быть, эта критика, да, всякие разные, да, она не имеет под собой никакой почвы. Вот когда нечего сказать, вот они начинают выдумывать. Вот я, например, так читаю. А вот у нас в республике все время был оппозиционер Федот Тумусов, да? И вдруг вы не баллотировались в последний раз на выборы, то есть вы выращивали оппозиционно настроенный электорат. Годами, десятилетиями вы его выращивали. Потом появляется Березкин, который на самом деле, он как бы, моральное право у него есть или нет быть оппозиционным, потому что он долгое время находился в системе власти, он был в этой колоде, например, потом что-то не срослось, он стал оппозицией, и он очень хорошо снял сливки вот с этого молока, которое вы очень долго готовили, и все такое. Ну, скажите честно, у вас есть некая, может быть, обида, некое да, что вот такие высокие показатели у человека сразу же с первой Нет, если есть какое-то чувство, да, вот в отношении этого факта, да, у меня есть просто чувство вины. Вины. Вот смотрите. Ревности нет. Ревности нет. Чувство вины. Потому что, смотрите, вы абсолютно правильно сказали, да, вот когда выборы 2002 года закончились, у меня передо мной было несколько вариантов, как дальше строить. Но я выбрал тот путь, который выбрал, да. И, значит, естественным результатом всего этого должно было бы быть в прошлом году совершенно другие результаты. Значит, я как политолог, значит, да, могу сказать, что оно так и было бы. Но политика – это искусство возможного. Произошло то, что произошло, поэтому у меня есть просто маленькое чувство вины, оно есть. Но никакой обиды, никакой ревности абсолютно нет. Как вы относитесь вообще к предательству в политике? Потому что вы сталкивались, ну, вот, наверное, якутяне все знают минимум дважды. Это когда Иван Слепцов, который стал министром сельского хозяйства и вышел из партии, и Анатолий Крыджигасов, который тоже очень громко хлопнул дверью и ушел. Всегда пытаются говорить о том, что вот, условно говоря, да, писали, говорили о том, что вот, ну, предали, да. Вот давайте каждый случай по полочкам разложим. Значит, вот представьте себе 2002 год, официально объявлено, что мы Тумусова будем мочить, и мы его место там, в тюрьме. Так? И это было, значит, ну, пытались сделать. Под жестким прессом. Значит, те, кто это время помнит, это помнят. Так? И в это время, значит, Айсенко мне приходит и говорит, вот это меня вызвал Штроп и пригласил как бы в свою команду. Значит, он меня тогда, если я соглашусь, оставляет банки, и дальше, значит, мне гарантирует карьеру. Что мне делать, он спрашивает. Так? Ну, представьте, у меня было тоже несколько вариантов. Я сразу сказал, иди, почему, ну, по-якутски я сказал, да, иди туда, почему мы все должны умирать. Ну, примерно она звучала так. И он пошел. Я считаю, что это никакое не предательство. Это, ну, был выбор пути, в который я просто благословил. Это первое. Вот Иваном Слепцовым, да, это было подлое предательство. Подлое, как было, да. Значит, он тоже был никто, значит, он пришел, стал депутатом благодаря, значит, нашей партии, так. Потом стал, значит, его заметили, он стал министром, так. Потом, значит, я все время встречаюсь и спрашиваю, Иван, как тебя там прижимают, там, из-за того, что ты там? Нет, все нормально, все хорошо, я работаю и так далее. Ну, тогда, значит, были выборы в Госдуму, значит, и говорю, ну, Иван, надо будет нам помочь, потому что, ну, денег не хватает, огромные деньги на телевидении нужны, в последнее время. Он говорит, да, я помогу, я решу, значит. Потом я говорю, ну, после окончания, наверное, потому что нам должно хватить, а потом надо будет с людьми рассчитаться и этот. Ну, да, мы поможем и так далее. Потом раз, значит, получилось таким образом, что, короче, ну, время выпало, появилось дополнительное время телевидения, и нам надо было его выкупать, да, а денег нету. Ну, я на Ивана выхожу, говорю, Иван, надо срочно помочь. Вот я думал, после выборов нам надо телевидение, потому что без телевидения это, ну, как бы, усиливаемся мы по телевидению. Он говорит, да, хорошо, ну, хорошо, а потом через день он вот, значит, ничего не сообщил, ничего не принес, заявление. Вот я выхожу из партии, там призываю всех моих там сторонников идти за мной туда, в другую сторону.
Понимаете? Я считаю, это реальное подлое предательство. Это Если бы было я был в нормальным спину, мужиком, да, я бы был нормальным мужиком, да, я по-мужицки так понимаю. Значит, ну, понятно, его зажали, сказали, иди, да, я бы пришел, значит, сказал бы, Федот, ты меня прости, я тебе и денег не дам, но меня вот заставляют, я ухожу, ты меня прости. Как сделал сын Николаев. Он не сказал это, я же говорю, им подло, ну, это удар в спину. Ушел, и 2 дня мы его искали даже, ну, сказал, найдите его, да, хочу посмотреть ему в глаза, да, он вообще исчез. Вот, это я считаю реальное предательство. В отношении Анатолия Кырдягасова, там тоже другая ситуация. Значит, мы к выборам готовились в Ильтюмен, и в городскую думу готовились. Значит, Анатолий должен был стать первым номером. Значит, но потом он сказал, я первым номером не буду. И он, естественно, предлагал свой список. Свой список предлагал. Значит, но значит, я предложил совету другой список. Не тот, который... Мы сидели в совете, обсуждали, значит, ну, голосованием решали. Но в вашем Значит, списке Кырджигасов был. нет, он был, я же говорю, он должен был быть первым, значит, но он отказался возглавлять список первое. Второе, он предложил свой список, от которого, ну, был принят список, который я предложил. Тут, и был принят. Он сказал, тогда я, значит, ну, с вами как бы мои не идут, туда не идут. И мы сразу просчитали, что он собирается выходить. И это дело объявить там и так далее. Так? Я не буду там корни и так далее. Значит. И мы за 3 часа до его объявления, мы сами его исключили. Поэтому он никакой не предатель. Просто мы его исключили. Не он ушел, а мы его исключили. Поэтому 3 разные вещи. А Ольга Федорова сегодня член партии или нет? Она никогда не была членом партии, она просто сторонник партии. Она сегодня остается сторонником партии. Вы не спросите, сторонник или не сторонник. Я вообще не люблю выдавать людей, которые там где-то там. Много у меня людей везде. В общем, вы не препятствуете, когда ваши выращенные вами, скажем так, кадры, да, партийцы могут в систему власти внедриться, например, Конечно. вы их благословляете, Да. и они могут приостановить. Но просто для вас важно, чтобы это было как-то обговорено, да. Нет, ну смотрите, что такое политическая деятельность, да? Политическая деятельность – это борьба за власть. Да, То есть прийти на во всех власть, уровнях. на всех уровнях прийти во власть. Это первый смысл политической деятельности. Второе, ради чего, да? Ради чего вот политическая деятельность? Но можно ради того, что вот я там должен подняться, все остальные, значит, все остальные ресурсы только на это. Нет, мы же, вот понимаете, иногда, вот как бы она ни звучала, мы же ради республики. И ради общих интересов. Вот смотрите, когда я окончательное решение принимал, вот в 2002 году, какой путь себе выбрать, да, мне было бы легче, как человеку, да, и вообще, и супруга говорили, давай там махнем и уедем, да, легче было бы уехать. И я сомневался, уехать, не уехать, там, и причем даже должность предлагали, да, на уровне, там, ну, куда, зампреда, да, и я думал, а потом перед глазами, реально, вот я увидел, закрыл глаза, увидел перед глазами вот тот народ, который в селе, и старики, и молодые, с такой верой на меня смотрели, я должен был их бросить и уехать, понимаете? Я этого не смог сделать. Это реально, это никакой не альтруизм, это реально, Софья, это никакой не вранье. Вопрос такой о выборах в городскую думу. 4-м номером по списку у вас шел Афанасий Лаптев, молодой человек, который передвигается с помощью инвалидной коляски. Но получилось так, что от «Справедливой России» прошло 3 человека. Насколько сожалеете о том, что 4-м Афанасий не прошел? И насколько, как вы считаете, для людей с инвалидностью вообще вот, что бы дало бы его присутствие в городской думе? Знаете, Афанасий Лаптев, он молодец, он же не пропал, он же не пал духом. И сейчас он очень активный в медиасфере, в Фейсбуке, и мы с ним тоже, ну, не так часто, но встречаемся, общаемся. Вот в прошлом году, 1,5 года назад в Москву приезжал, я устраивал встречи там с руководством общества инвалидов, да. Конечно, я жалею, если бы 4 прошли, он бы прошел, это было бы хорошо. И в будущем я надеюсь, что он не пропадет, и это нужно, потому что, знаете, вот мы все люди. В какой бы ситуации мы ни находились, и мы люди, и мы знаем людей той среды, в которой мы представляем. И нам такие люди нужны. Вот, ну, понимаете, вот мы недавно же, ну, буквально 10 лет назад, да, может быть, мы не знали, что такое Паралимпийские игры, что есть такие мужественные люди, да. Мы не знали этого. Вот, а сейчас мы все знаем, что это нормальные, мужественные люди, ну, попали в сложную жизненную ситуацию, но они не пропали.
Они борются, они участвуют и полноценно живут, работают. Это же хорошо. Федор Семенович, а вот ваши планы на выборы главы республики в 2019 году? Вы будете кого-то поддерживать или, может, вы думаете, что как бы сами выдвинете? Ну, это слишком рано сейчас говорить. Вот о планах на выборы в Государственную Думу я готов говорить. Да? Я уже объявлял о том, что, значит, пойду по одномандатному округу. И я понимаю, что это огромная ответственность, да, и специфическая работа, значит, ну, я этой работой занимаюсь. Если как бы избиратели доверят, я готов продолжить работать. А дальше видно будет. Но лично я, значит, если будет предложено, значит, я не откажусь. А вот еще, когда у нас был институт вице-президентуры, да, могла быть очень сильная связка Тумусов, Ильковский. Ну, неважно, кто на какую, например, но об этом реально обсуждалось, да, в обществе. Так и потом было. Такой вот ход, и он становится губернатором, например, да. Вы это лоббировали, или для вас это было неожиданностью? Да вы что, это мой проект. Ну, вы так говорили. Да, да, но это может же быть, как Кырджикасов вышел, а вы за 3 часа успели сказать, что вы этот самое, да, ну... Может быть, его назначили, а вы сказали, это мой проект? Нет, это могу только потому что один маленький случай. С таким сильным кандидатом Нет, ну это однозначно, можно сказать, ну я горжусь этим, да, горжусь, что это мой проект, значит, ну не буду подробности рассказывать, потому что неудобно, да, но просто один пример расскажу. Вот у нас прошел съезд партии, в котором было выдвижение, значит, на выборы в Государственную Думу. И у меня есть приятель, значит, Иринчей Матканов, он в Бурятии, руководитель регионального отделения. Значит, 2 случая расскажу. Первый случай, значит, такой, несколько лет назад, значит, мы с супругой поехали в Иерусалим, и мы пошли туда, в этот храм, значит, Рождества Христова. Ну, мы стоим в очереди, хотим там зайти, посмотреть, там где, значит, родился Иисус, да, значит, стоим, и тут меня кто-то сзади дергает. Смотрю, Иринчей стоит. И мы в одно время, в один день, это был 7 января, день Рождества Христова. И он из Бурятии, мы вообще не согласованы, он оказался там. Значит, ну, мы очень обрадовались, там поговорили, посидели, ну вот Иринчей. Потом второй случай, это был съезд партии «Справедливая Россия», выдвинул кандидатов, утвердил списки, значит, Иринчей стал вторым, значит, Константин Константинович первый. Я Иринчей говорю, Иринчей, через год ты бесплатно станешь депутатом Государственной Думы. А это как это? Он удивился. Ну, я говорю, увидишь. Через год я прихожу и говорю, Иринчей, что я тебе говорил? Вот так вот случилось. Ну, таких случаев много. На самом деле, вот Виталий Басыгисов, да, депутат Госдумы, это тоже мой проект. А вот эти вот как бы слухи, что Тумусов не пошел на выборы главы республики в последний раз, потому что Ильковский кинул его с финансирования. Абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть у вас не было планов баллотироваться на эти выборы? Нет, планы были. Значит, планы были, и желание было. Значит, но вы же знаете, прекрасно понимаете, да? Вот одного желания одного человека, да, значит, этого абсолютно недостаточно. Там, вот я по-якутски объясняю, да, когда всегда спрашивают, вот я вчера прилетел из МОМ, и там тоже спрашивают, ты почему не пошел? Я объясняю, кто решает, кто должен быть Ильдарханом республики. Ну, они там начинают говорить, нет, народ решает, вы решаете. Но для того, чтобы дойти до того момента, когда народ решает своим голосованием, да, надо перейти несколько, ну, по-русски это заборов, а по-якутски кюре, да, надо перейти. Первое это, значит, Кремль. Второе это муниципальный барьер. Третье, это там партия, она должна дать согласие, выдвинуть это. Там много нюансов. И я не смог усилить эти заборы. Вот и все. А вот есть такая версия, то, что вы отказались участвовать в выборах главы в обмен на то, что на выборах в Госдуму вам дадут выдвигаться по одномандатному округу, и то, что вы пройдете по одномандатному округу. Не, ну как это обмен? Но такого обмена быть не может, да. Такого обмена быть не может. Но разговоры были очень серьезные. Значит, Путин разговаривал с Мироновым, а со мной разговаривал Володин и Морозов.
книга, сайт, да? Это чья идея? Очень хорошее это слово и на русском языке, Да, хорошее мне значение, кажется, и на моя японском идея. языке, да, это кто придумал? Однозначно моя идея, я сам придумал. Это вы сами придумали бессонными ночами, когда амбиции спать не дают. Да? А вы знаете, вот, Софья, вот очень интересный вопрос вы задали, да, вот между 2002 и 2005 годом, значит, ну, как бы был такой период, когда и корпорации от меня отлучили, да, и политикой, как бы, и выборов таких не было, да, и было время. Я построил берестяную росу, построил балаган, и очень много таких вещей сделал, и в том числе вот, задумал другую книгу, там «Сила мысли» была, да. То есть это был как бы золотой период, когда можно было заниматься то, чем хочу. Вот то, чем хочу, тем и занимался. И это очень интересное время было. И я даже, вот если бы сейчас бы я этой берестяной росой я бы не занимался, потому что, ну, просто некогда, да, и этими делами тоже никогда бы не занимался. А доходы откуда? Что? Доходы откуда получают? Ну, вот есть такая пословица, если ты такой умный, почему такой бедный, да? Поэтому... Из разных источников. И друзья есть, и есть чем кормиться. Ну вот у вас жена, ей, наверное, памятник надо поставить, вашей супруге. Потому что А вот все время собираюсь. У нее очень обаятельная улыбка. Обещал глядя поставить. на такую улыбку, действительно, наверное, можно быть в оппозиции всю жизнь, например. Потому что когда муж 3 года не имеет постоянных источников дохода, политик может быть сегодня на гребне, сегодня на лошади, завтра под конем на брюхе, как и якутская пословица, да? Но тем не менее он что-то комментирует, он как-то... И другого политика я вот просто сейчас не могу припомнить, кроме Федота Семеновича, который годами... Казалось, Нюргун Семенович может стать политиком, Тимофеев. Одно время казалось. Но как-то вот не стал он им. Затерялся. Потеряв пост. Спасибо, Софья. Ну, мне сказали так, да, вот туда придешь, значит, и тебя начнут так ковырять, дергать там лицом грязь, да, а вы тут, получается, как-то так благожелательно относитесь, значит, за это вам спасибо. Даже непривычно. Федор Семенович, такой вопрос. Вот на ваш взгляд, сегодняшняя республиканская якутская элита – это кто? Ну вот, кто входит, на ваш взгляд, в якутскую элиту сегодня, политическую элиту? Не, ну что такое политическая элита, да? Это понятно, это депутаты избранные, да. Понятно, что это правительство, состав правительства, так. Понятно, что это руководители, значит, политических партий, общественных движений, ну. Вполне официально все это. Но вы вообще как уровень сегодня этих людей оцениваете в республике? Нет, у нас на самом деле очень высокий интеллектуальный уровень, так? Но для политика интеллекта-то мало. Нужны еще и политическая воля, и нужны недюжинные организаторские способности, которые никто не может увидеть, а вот как-то надо все это организовать. И ресурсы нужны. Без ресурсов ничего нет. Это очень печально, но так. Еще и должен нравиться, вот Ли Ионовна, вот имиджмейкер такой есть, Да. знает, она на выборах заявила, говорит, избирательницы должны его полюбить. Ну, а про одного из кандидатов, я говорю, как полюбить? Может быть, уважать, там, нравится слегка. Нет, должны его полюбить. Ну, то есть, действительно, какое-то это должно быть, видимо, имеет значение. Физика имеет значение, видимо, чтобы голосовали. Федор Семенович, вот я не могу не спросить, я когда готовился к интервью, вот, ну, как бы материалы смотрел, и несколько раз появлялось, ну, вот этого словосочетания «тонна золота», которое было передано фонду САПИ, то есть вами, которое в итоге как бы пропало. Вот прокомментируйте. И где оно это золото? Где Да? оно это золото? Оно стоит в моем дворе, как этот Алтан Сергей. Приходи, посмотри. А если серьезно? А если серьезно, это проект, который придуман для того, чтобы очернить Тумусова, значит, той действующей властью, которая была пришла к власти в 2000-х и там дальше годах. Они просто придумали этот миф и все время его повторяют. 3 последних вопроса я задам. Вот что для вас политика? Политика – это род деятельности для меня. Род деятельности. Один из видов моей деятельности. Вот если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее принятое решение или действие, то что бы вы изменили?
Вот я бы САПИ сохранил, Тумусова убрал бы оттуда. Понимаете, там САПИ это была гениальная организация, да, но из-за того, что Тумусов не нравился, его угробили, эта организация. Значит, ну, Алмаз Эргенбан остался, Сахамистрах остался, остались бы и другие структуры, которые бы во благо республики работали. Но из-за того, что Тумусов не нравился, и угробили бы организацию. А Тумусова надо было просто убрать и поставить туда другого. И вспомните самый счастливый момент в вашей жизни. Это было в детстве, да, когда я маленький проснулся, маленький, ну, наверное, года 3-4 было, и я вышел на улицу и посмотрел бездонное ясное небо и яркое-яркое солнце. Я почувствовал, какой я счастливый. Это был Федот Тумусов. Спасибо, Федот Семенович, что пришли.